Здравствуйте, в эфире новости Центральноазиатского региона, в студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Обращение Эмомали Рахмона к нации: во всем виноват мировой кризис и исламская оппозиция. Досрочные выборы, аресты оппозиции и вечное правление. Падение цен на нефть ударило по всем республикам Центральной Азии. В Узбекистане милиционеры запытали до смерти предпринимателя и избили беременную женщину. В таджикской колонии издеваются над арестованным адвокатом Бузургмехром Йоровым. Сегодня президент Таджикистана впервые после получения статуса лидера нации и накануне изменения Конституции страны обратился к обеим палатам парламента с ежегодным посланием. Эмомали Рахмон. Основоположник мира и согласия, как его официально теперь представляют, признал наличие в стране определенных проблем. Назвал он и главных виновников этому. Ими стали мировой финансовый кризис и исламская оппозиция, с которой теперь будут бороться утроенными силами. Президент указал на острую необходимость наказания всех деструктивных элементов, кем бы они ни были, в числе подлежащих порке. По мнению президента, не только устроители внутренних мятежей в республике, то есть оппозиция, но и другие страны, которые потворствуют сейчас террористам на Ближнем Востоке. Позорные события начала сентября, то есть попытка вооруженного государственного переворота, которые осуществились при непосредственном финансировании и покровительстве руководства бывшей партии Исламского возрождения Таджикистана, еще раз показали, что некоторые зарубежные политические круги до сих пор не отказались от своих недружелюбных намерений в отношении таджикской нации и хотят осуществить свои разрушительные и предательские планы руками наемников, навязать нашему народу чужие порядки. Однако предатели таджикской нации и их зарубежные хозяева забыли, что славный народ независимого Таджикистана больше не позволит, чтобы кто-то, как в 90-е годы прошлого века, путем интриг и подстрекательства нарушил его спокойную и мирную жизнь и вывел наш созидательный народ из русла благоустройства и созидания. Глава Таджикистана намекнул, что всем известно, кто нарушил стабильность на Ближнем Востоке, заставляя тысячи людей покидать свои родины и становиться беженцами. Точно так же с нами поступили в начале 90-х годов. О какой именно стране намекал президент, пока не ясно. Однако президент назвал точные меры, как усилить безопасность в стране. В числе предложений усиления финансирования силовых органов, несмотря на кризис, и установление тотального контроля за информационным пространством страны, включая создание специального ведомства по борьбе с экстремизмом в виртуале. Подчеркиваю, что ситуация в мире и необходимость обеспечения безопасности и стабильности страны требует повышения уровня материально-технического обеспечения, финансирования правоохранительных органов и военных структур страны в целях еще большего улучшения профессиональной подготовки и их боеготовности. Поэтому правительству страны следует ежегодно на необходимом уровне повышать за счет государственного бюджета финансирование указанных структур и органов, наладить их материально-техническое обеспечение в соответствии с требованиями дня и политической ситуации в мире. Вторым виновником бед современного Таджикистана назван мировой финансовый кризис, с которым правительство Рахмона героически борется. Среди его заслуг 6% рост ВВП, 5% инфляция и всего 31% населения, живущего ниже черты бедности. В 2015 году, несмотря на влияние мирового финансово-экономического кризиса и роста давления на нашу национальную экономику, в результате солидарного труда славного народа нашей страны были обеспечены позитивное экономическое развитие и устойчивость макроэкономических показателей. Объем валового внутреннего продукта составил более 48 миллиардов сомани. Темп его роста 6% и уровень инфляции 5%. Уровень бедности снизился до 31%. ВВП на душу населения увеличился на 3,8%. Сумма вкладов в течение года увеличилась на 9 миллиардов сомани, или на 35%. Пообещал президент уже в этом году создать 300 тысяч новых рабочих мест, а также в июле повысить пенсии, пособия и зарплаты государственным служащим. Впрочем, это обещание перекочевало из прошлого послания. Тогда президент своего слова так и не смог сдержать. В этом, конечно, тоже виноват кризис мировой. Почему-то среди достижений президент забыл упомянуть, что средний размер пенсии в стране, и это официальные данные, всего $31. Последнее повышение было только 2 года назад. $31 в Таджикистане – это меньше, чем 1,5 мешка муки в месяц, без воды, яиц, масла и других деликатесов.
Оценил послание Эмомали Рахмона эксперт по региону Андрей Серенко. Чего-то выдающегося, в этом послании, честно говоря, не увидел. Есть дежурный, есть это классический текст, скажем так, классический образец бюрократической мысли, четко выписанный в соответствии с такими уже номенклатурными стандартами, раздать, обещать всем сестрам по серьгам, немножко предпринимателям, немножко учителям, врачам, военным и так далее. Обрисовать контуры светлого будущего, рассказать о достижениях, полностью проигнорировать очевидные неудачи и неуспехи, о них в докладе в этом нет ни слова. То есть есть некие общие обтекаемые фразы, связанные с тем, что общая конъюнктура, мировая финансово-экономическая изменилась, она неудачная, и вот все проблемы в республике экономическо-социального плана, они объясняются таким образом исключительно внешними причинами, внешними факторами. Нет ни слова об оценке деятельности правительства. Очевидно, Рахмона она вполне устраивает. Очень тщательно подобрана статистика, в том числе связанная с финансовыми, инфляционными показателями экономического развития. Полностью отсутствуют какие-либо объективные данные, связанные с очевидным падением и производства, и ростом инфляции, и снижением уровня жизни и так далее. То есть, конечно, Рахмон в этом докладе рассказал такую хорошую сказку, добрую сказку. Наверное, он надеется, что она будет со счастливым концом. Обратите внимание, он ни разу не назвал, не использовал в оценке этих событий, там один раз об этом говорит, но тем не менее полностью игнорировал термин «гражданская война». Он говорил о том, что народ Таджикистана, или суверенный независимый Таджикистан в 90-е годы вел борьбу с терроризмом и экстремизмом. И речь не идет о гражданской войне, речь идет о борьбе с терроризмом и экстремизмом. И таким образом Рахмон проводит такую линию от 90-х годов до сегодняшнего дня, то есть на все эти 25 лет независимости, о том, что на самом деле не было никакого политического, идеологического противостояния, расхождения, которое принимало в том числе трагические формы гражданской войны, а было на самом деле борьба с терроризмом и экстремизмом. То есть он сегодня обвиняет в терроризме и экстремизме партии Исламского возрождения, оппозиционные организации, не согласные с его режимом. Он уже не ограничивается нынешним временем. Он пытается перебросить мостик в прошлое, показав, что по большому счету уже тогда были террористы и экстремисты, с которыми суверенный Таджикистан, естественно, под его руководством и вел. Происходящее в Таджикистане совершенно не выбивается из общей тенденции усиления власти во всех центральноазиатских республиках. Такие данные приводит РБК на основе анализа экспертов. Виной всему мировой кризис, последовавший после резкого падения цен на нефть. Все остальное, сокращение бюджетов и обесценивание валют, только последствия этого. Никто в Центральной Азии не рассчитывал на такую беспрецедентно низкую цену на нефть. Сложная ситуация в экономике окажет серьезное влияние на политическую ситуацию. Наибольшие проблемы экономический кризис представляет для Казахстана. В меньшей степени он коснется Туркмении. Правительство Казахстана примет жесткие решения по бюджету, однако полностью сохранит прежний уровень расходов на реализацию программы развития страны Нурлы-Жол, предвыборную программу Нурсултана Назарбаева. В прошлом году были досрочно проведены выборы президента. Новый год начался с предложения провести досрочно парламентские выборы. Таким образом, Назарбаев хочет опереться на своих людей, потому что политическая ситуация разогрета, растет политическое недовольство и оппозиция поднимает голову. В Таджикистане рассматриваются поправки, которые позволят Рахмону править бессрочно, а потом за счет снижения возрастного ценза для кандидатов в президенты позволят передать власть сыну. В Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил парламенту подготовить новую редакцию Конституции страны, в которой могут быть расширены полномочия органов местной власти, а также увеличен срок полномочий президента страны до 7 лет. В зоне политического риска находится и Кыргызстан, где в 2017 году пройдут президентские выборы. При этом весь январь Национальный банк страны выбрасывает миллионы долларов на поддержание СОМа, но запасы валюты все-таки не бесконечны. Влияние кризиса на ситуацию в центральноазиатских государствах. Первое – это падение цен на энергоносители, соответственно, девальвация валюты. В тех странах, которые производят нефть или газ, то есть это Казахстан, Туркменистан, Узбекистан. Второе – это сокращение рынка
рабочей силы в России и снижение поступлений от людей, которые там работают. Это в первую очередь ударяет по Узбекистану, Таджикистану и Кыргызстану. Вот. Ну и я думаю, что радикализация исламская, поддерживаемая проектом так называемого исламского государства Ирака и Леванта, это тоже риск, который связан уже не столько с экономической, сколько геополитической турбулентностью. И здесь наиболее уязвимым звеном, на мой взгляд, с одной стороны является Таджикистан, где, по сути дела, прозрачная до сих пор граница с Афганистаном, и Туркмения, у которой для такой богатой страны, в общем-то, достаточно слабая армия. А далее коротко о других событиях Центральноазиатского региона. В Нарынской области Кыргызстана прошла акция протеста, на которую собралось более 700 человек. Местные жители выступили против отмены 50% надбавки к заработным платам, пенсиям и пособиям за высокогорье. Митинг стал уже вторым в этом месяце в ответ на возможную отмену выплат за высокогорье. В Кабуле одна из школ для девочек подверглась нападению боевиков, которые убили сторожа и подожгли здание. Это первый случай поджога женской школы в Кабуле. Инцидент вызвал тревогу преподавателей и учащихся, которые опасаются возможного повторения случаев диверсий против образования. Парламент Кыргызстана денонсировал соглашение с Россией о строительстве и эксплуатации Верхненарынского каскада ГЭС и ГЭС Камбарата-1. Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что Россия не в состоянии финансировать два энергетических проекта. Житель казахстанского Кокшетау пытался совершить самоподжог у филиала президентской партии Нур-Отан. Он облился бензином и угрожал поджечь себя. Ему попытались помешать очевидцы, когда загорелась его перчатка. Люди насильно сняли с него вещи и затоптали снегом. Мужчина таким образом пытался привлечь внимание к проблеме. Одна из охранных фирм не выплатила ему зарплату. В казахстанском Таразе наемный убийца не стал убивать старушку из жалости. Ему ее заказала женщина, которая судилась с 88-летней владелицей квартиры, которая была нужна заказчице. Проиграв суд, она решила ее убить, заказав у наемного убийцы. Однако, когда киллер увидел старушку, то пожалел ее и рассказал все полиции. В Алматы на акцию протеста вышли десятки людей, одетых в традиционный мусульманский наряд никаб. В ходе флешмоба они потребовали реструктуризовать их займы. По словам собравшихся, взявшим ипотеку людям проще уйти в экстремизм, чем договориться с банкирами о реструктуризации долгов. Требования, чтобы рефинансирование в рамках государственной программы в рамках государственной программы рефинансировали именно по мере текущей финансовой состояния заемщика. То есть это только можно достичь путем списания из суммы основного долга какой-то части. Это в программе допускается, это 10-й пункт программы, допускаются улучшающие условия. Но они не хотят двинуться, они хотят вот по максимальному, по потолку только рефинансировать, и все. Их не интересует, заемщик может платить или не может. Самое главное, чтобы человек подписал новый договор, и все. Потом мы пойдем на выселение, заявили. В Узбекистане произошло сразу два случая жестокого избиения милиционерами граждан. В одном случае это привело к смерти предпринимателя, которого запытали в камере, а в другом к уголовному делу, в котором обвиненной стала сама жертва. В Бухаре по подозрению в неуплате налогов были задержаны два брата предпринимателя, которые отказались давать взятки проверяющим. В итоге один из них вернулся домой закутанным в саван. Как сообщает Азадлик со ссылкой на родственников убитого, братьев продержали несколько недель в обезьяннике, где милиционеры пытали и унижали их. В итоге его тело привезли родственников и велели тихо похоронить, объяснив смерть случайностью. Однако снявшие саван с тела увидели, что у мужчины выдернуты ногти, прожжены сигаретами уши и на теле многочисленные кровоподтеки. Другой шокирующий случай произошел в Ташкенте. Женщина на 6-м месяце беременности вступила за своего брата, торгующего на базаре, когда его выгоняли с торгового места. Подполковник, руководивший расправой, пнул ее в живот, после чего девушка упала в обморок. На скорой ее отвезли в больницу, где врачи подтвердили факт избиения. Однако после визита туда милиции врачи отказались от своих слов. Позднее же девушка узнала, что это ее обвиняют в избиении подполковника. Сначала ей предъявили обвинение по статье «Сопротивление властям», после еще и добавили статьи «Клевета» и «Оскорбление».
Арестованный в Таджикистане адвокат, защищавший членов оппозиционной партии Исламского Возрождения, сейчас находящийся в СИЗО, подвергается колоссальному давлению со стороны надзирателей. В прошлом сотрудник правоохранительных органов Йоров помещен вопреки всем правилам в общую камеру с уголовниками, где подвергается избиениям и моральному давлению. Источники сайта Tajinfo.org сообщают, что содержат адвоката в общей камере с уголовниками, которые славятся своим нетерпимым отношением к бывшим силовикам. Администрация СИЗО постоянно унижает его перед другими заключенными и заставляет уголовников его прессовать. Кроме того, надзиратели урезают его посылки, которые родные ему передают, причем остатки родственникам не возвращаются. Ему запрещено передавать книги и прессу, а самому связываться с внешним миром. Недавно его сестру вызвали на допрос, где запретили говорить с прессой и общаться с правозащитниками. Беседа с женщиной длилась почти 7 часов. Йоров, как адвокат партии Исламского Возрождения, взялся за защиту арестованных ее членов. Сразу после этого ему предъявили обвинения по нескольким статьям, включая экстремизм и попытку госпереворота. А пока противники действующего президента Таджикистана помещаются в места не столь отдаленные, его сторонники поют все больше и больше дифирамбов по трону. Так эксперт Абдулло Махакик предложил объявить супругу Рахмона лидером женщин-мусульманок Таджикистана. В социальных сетях по этому поводу появились многочисленные шутки с предложением назвать его родственников сын нации, дочь нации, внук и внучка нации, ну прямо как дети полка. С вами была новостная служба Центральноазиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До следующей встречи.